Хулыбзиақәа ҳаҭырзқәа телехәаԥшцәа, аԥсуа телехәаԥшра ишәыднагалоит ишиашоу ицо еифирала Аԥсны Жәлар Реизарахь адепутатразы акандидатцәа рықәгылара. Уаха ҳастудиахьы аԥхьара рымоуп ажәбатәи мрагыларатәи алхраҭатә ҭыԥхада акандидатцәа. Урҭ рахьтә аефир ихы изаламырхәит Џьыкыр Башабаҭи Радион-иԥа, егьырҭ ԥшьҩык иоппонентцәа ҳастудиахь имҩахыҵит. Уажәы дара шәсырдыруеит. Плиа Давид Ҷеҷа-иԥа, Гизерда Саид Игор-иԥа, Басари Александр Роман-иԥа, Гәарчиа Кан Валери-иԥа. Бзиала шәаабеит. Ԥҟарақәа изныкымкәа ҳрылацәажәахьеит, ушьҭа акандидатцәагьы, ателехәаԥшцәагьы ибзианы ирдыруеит азыҳәан урҭ ҳарзааҭгылаӡом даҽазныкгьы. Арегламент инақәыршәаны уажәы ҳарзыӡырҩуеит шәнысымҩақәа, анаҩс ишәымоуп аԥхьажәа 1 минутк шәхы аӡыргара азыҳәан. Ҳалагап. Плиа Давид Ҷеҷа-иԥа инысымҩа ҳазыӡырҩуеит. Плиа Давид Ҷеҷа-иԥа диет ажырныҳәаҩ ԥшьба Сқьышәи инижәижәаба шықәса рзы Ачамчыра раион акәасқьа ақыҭан абжьара школ даналга Сқьышәи ханҩажәи шықәсазы аусура далагеит Тҟәарчалтәи арацәа рбеиратә фабрикаҿы афымца лашара еиқәыршәаҩыс. Сқьышәи ханҩажәи изашықәсқәа рзы аррамаҵура ихигон Германиа Совет архәҭақәа рҿы. Иара уа ақалақь Торгау афицар ашкол далгеит. Дшаахынҳәыз еиԥш уаанӡатәи аусура напаиркуеит. Анаҩс Москватәи ашьха институт аҽазыҟаҵаратә ҟәшахьы ддәықәырҵоит. Сқьышәи ханҩажәи ашықәсазы далгеит ашьха институт анџьныр-физик изанааҭала. Иҵара анахиркәша Тҟәарчалҟа дхынҳәит. Ашахта аусбарҭаҟны инџьнырс аусура далагеит. Сқьышәи ханҩажәи зеиԥш шықәсанаркны Сқьышәи ԥшьынҩажәиба шықәсанӡа акомҿар идгыла Тҟәарчалтәи ақалақьтә комитет актәи маӡаныҟәгаҩыс дыҟан. ВЛКСМ азаҩжәтәи аизаратәу делегатс далахәын. Сқьышәи ԥшьынҩажәиба шықәсазы Тҟәарчалтәи азауад Арганав директорс дарҭеит. Хышықәса рышьҭахь Тҟәарчалтәи ақалақьтә совет ашҟа дииргеит анагӡком ахантәаҩы актәи ихаҭыԥуаҩыс. Сқьышәи ԥшьынҩажәи ԥшьынҩажәи ашықәсқәа рзы Аԥсны иреиҳаӡоу асовет парламент актәи аԥхьара депутатс дыҟан. Аԥсуа қырҭуа еибашьра аамҭазы иреиҳаӡоу асовет аҟны атәылахьчара ҳәынҭқарратә комитет ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩыс дыҟан. Апарламент ақәҵарала ареспублика арратә комендантс дҟаҵан. Дшыбрамза хәба инаркны ижәи абанӡа Аҟәа имҩаԥысуаз Аԥсынтәылеи Қырҭтәылеи Урыстәылеи рхаҭарнакцәа реицәажәарақәа дрылахәын. Сқьышәи ԥшьынҩажәи шықәса рзы мрагыларахьтәи афронт команда ҟаҵаҩыс дыҟан. Анаҩс Тҟәарчалтәи арратә гарнизон деиҳабын. Ҩнызқьҩажәиба шықәса рзы Аԥсны икәынхәуа ажәлар конгресс анагӡаратә комитет хантәаҩыс далырхит. Ҭаацәа роуп, ҩыџьа хшара драбуп. Давид Ҷеҷа-иԥа, уажәы алхыҩцәа рахь шәхынарханы жәақәак шәҳәарц шәылшоит. Абзиара шәымаз ҳауаажәлар, абзиара шәымаз ҳалыхцәа, сара апарламентаҿ анеира зысҭаху аус зурцоуп. Гәык-ԥсыкала иахьа ижәбоит ҳакәша-мыкәша хҭысқәа ицо, даара ихьанҭоу процессқәа цоит. Ҳара ҳаԥсынра аразҟы ахьырыӡбо иахьа Урыстәылеи Украинеи рыбжьоу аибашьра ицоу, убри инашьашәаланы Аԥсынтәыла аразҟы даҽакала аӡбара ҟалар ҟалоит. Убри аҟнытә даараӡа ҳаԥхьа ишьҭоуп аус дуқәа, ишахәҭоу еиԥш ҳхныҟәгара, ҳажәлар акны, ҳажәҩахыр еибыҭаны иҟалоит. Убриза аамҭа апарламент аҿы даара зкапан ду азҵаарақәа, аҳәынҭқар аԥсҭазаара ҽакны иҟало, иҵегь еиӷьхо, иҵегь аизҳара ҟаҵаны, убра апарламент аҿы даараӡа аус утәхоит. Сара излазбо ала, убриҩыза иҟалап ҳаԥхьаҟа ҳаԥсҭазаара иахьа Урыстәылеи Белоруссиеи рыбжьоу абри зегьы иҭбааны ҳара ҳаԥсынрагьы алакны иҟалар ҟалоит. Уи ҳәарас иаҭахузеи ҳажәлар даараӡа ирыхәоит. Уи ҳара ҳадагьы иалало рацәахар ҟалоит. Иара убри ишнеиуа Украинагьы убрахь инеир ҟалоит. Убри аҟнытәи иахьа ҳпарламент аусура даараӡа ҽаԥсахроуп. Ҳпарламент гәык-ԥсыкала ажәлар рзыҳәан аҳәынҭқарра принципла, аҳәынҭқарра категориала ихәыцуа ауаа аҭахуп. Сара убрахь схы сыԥхьаӡоит, убри аҟнытә анеира сҭахуп апарламент ахь. Иҭабуп идуӡӡаны, уажәы Гизерда Саид Игор-иԥа инысымҩа ҳазыӡырҩуеит.
Да, Саид Игорь-иԥа, диит зқьышәиԥшь инажәижәаҩа шықәса рашәарамза ижәижәаба рзы ақалақь Гәдоуҭа. Зқьышәиԥшь инажәизеиԥш шықәса рзы далгеит Гәдоуҭатәи актәи абжьаратә школ. ЮНЕСКО хәба шықәса рзы далгеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет азиндырратә факультет. Уи ашьҭахь Москватәи аҳәынҭқарратә университет азинтә факультет аҟны стажировка дахысит. ЮНЕСКО жәаф шықәса ианаркны ЮНЕСКО зеиԥш шықәсаанӡа аҵара иаҵон Москва иреиҳау аекономикатә школ аҟны. Ианашьоуп аҭҵааҩы, арҵаҩы, аҭҵааҩы ҳәа аквалификациа. ЮНЕСКО хәба, ЮНЕСКО фба шықәсқәа рзы аррамаҵура дахысит азиндыра зыҟаҵаҩы афицерс. ЮНЕСКО фба, ЮНЕСКО жәба шықәсқәа рзы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы аус иуан азиндырҩыс. ЮНЕСКО жәба шықәса ианаркны иахьа уажәраанӡа аус иуеит аиуристтә иҳәынҭқарратәым агәыҳалалратә еиҿкаараҿы. Иара убас ЮНЕСКО жәа шықәса ианаркны иахьа уажәраанӡа аус иуеит аиуристтә аексперт хадас ауаҩызинқәа рыхьчара знапы ианҵоу аппарат аҿы. ЮНЕСКО фба, ЮНЕСКО жәа шықәсқәа рзы Аԥсны аҳәынҭқарратә университет аиуристтә факультет аҿы алекциақәа дрыԥхьон. Иара убас Москва иреиҳаӡоу економикатә школ актәи акурс аҿы аконституциатә зинқәа рыхьчара иазку асеминарқәа мҩаԥигон. ЮНЕСКО зеиԥш шықәса ианаркны иахьа уажәраанӡа специалистцәа ҿарацәа ауаа рзинқәа рыхьчара ахылаԥшра рыҭашьа дырҵара инапы алакуп. ЮНЕСКО хәба, ЮНЕСКО ааба шықәсқәа раахыс аҳәынҭқарра ахада иҿы иаԥҵаз аконституциа аиҭакраз акомиссиа аусуратә гәыԥ далахуп. ЮНЕСКО ааба, ЮНЕСКО жәаф шықәсқәа рзы ЦГП еиҿнакааз ауаҩы изинзыхьчо ауаажәларатә дкыларҭаҿы аиуристтә цхыраара риҭон зылшара маҷу ауаа. ЦГП амчала еиҿкааз ауаҩы изинзыхьчо ауаажәларатә дкыларҭақәа дырԥҵаҩуп. ЮНЕСКО ижәа шықәса ианаркны иахьа уажәраанӡа Аԥсны аҳәынҭқарратә тәылауаҩра иазку азакәанқәа реихтәразы еиҿкаау аусуратә гәыԥ далахуп. ЮНЕСКО ижәҩак шықәса ианаркны аконституциа аиҭакраз иаԥҵоу акомиссиа далахуп. Аҵарадырразы азырхиара иаҿу азакәанпроект аусуратә гәыԥ далахуп. Аӡбарҭатә мчраҿы аиҭакрақәа ирызку адгыларақәеи аҭҵаарадырратә усумҭақәа жәпакеи авторс дрымоуп. Уажәы шәара шәаамҭоуп, Саид Игорь-иԥа. Хәлыбзиа ҳаҭыр зқәу алхаҩцәа, иҟалозар сара аурыс бызшәа ахьсиасуеит. Шәара ишышәҭаху. Ҭабуп. Я хотел бы сделать вот такое обращение, оно не совсем, конечно, адресовано избирателям, но тем не менее, и в том числе, я хотел бы сказать о том, что вот практически к концу подходит избирательная кампания. Я сделал несколько выводов, которые я для себя считаю очень важными, общаясь с людьми. А для меня, как гражданина, они имеют большое значение вне зависимости от исхода выбора, и я буду принимать их во внимание, и они, естественно, определят мою последующую работу. Когда мы встречались с избирателями, мы встречали очень много разочарованных людей. Они фактически потеряли доверие к такому важному для нашей страны институту, как парламент. И для меня это очень серьезный такой тревожный сигнал, потому что для нас парламент – это такой основополагающий орган, важнейший орган государственной власти. И кризис доверия – это как раз та проблема, которая приводит в дальнейшем к эскалациям, к конфликтам в обществе. И мне кажется, что это та проблема, которую нам надо избежать. Нам надо избежать проблемы дефицита доверия избирателей к органам власти, гражданам к органам власти. Мы видим, что, ну и по информации ЦИК в том числе, что явка избирателей очень низкая, как правило, на парламентских выборах. Она не превышает 35%. То есть таким образом, то, что люди не приходят фактически на избирательные участки, они тоже проявляют, это тоже форма голосования. Вот с точки зрения конституционного права есть такое понятие, да, абсентеизм. Люди не хотят участвовать в выборах, потому что доверие настолько упало. И многие говорят, причем люди совершенно разных поколений, от старших людей до довольно молодых людей, говорят о том, что как бы они не считают, что народные избранники, они выражают их интересы, они выражают эти нужды. Мне кажется, вот это важно сегодня сказать об этом. И поэтому я хотел бы обратиться, наверное, ко всем кандидатам, сказать, что все-таки не стоит отворачиваться, да, от нужд граждан. Нам надо не просто вот какие-то там, хотя они озвучивают какие-то очень бытовые, да, нужды, но мы должны понять, какие сверхзадачи стоят и какие и с помощью решения этих задач мы эти нужды можем в дальнейшем удовлетворить. Мы должны сделать все, чтобы не подрывать доверие стабильному развитию нашей независимой государственности. Итабуп уажәы Басари Александр Роман-иԥа инысымҩа ҳазыӡырҩуеит, нас ажәа шәымоуп шәара уи ашьҭахь.
Басари Александр Роман-иԥа диит зқьи шәиԥшьини жәиԥшьба шықәсазы Аҟәа ақалақь, зқьи шәиԥшьини жәаҩа шықәсаанӡа Аҟәатәи ҩ-жәатәи абжьаратәи ашкол аҟны аҵара иҵон. Анаҩс даҽа хышықәса Аҟәатәи жәиԥшьтәи абжьаратәи ашкол аҟны. Зқьи шәиԥшьини жәибжь шықәса инаркны зқьи шәиԥшьини жәзеиԥш шықәсаанӡа аҵара иҵон Гагратәи алицеи-интернат Башаран колледж аҟны. Абжьаратәи аҵара хиркәшеит Аҟәатәи ахәылԥазтәи ашкол аҟны. Ҩнызқьи хәба шықәса рзы далгеит Урыстәылатәи аҳәынҭқарратә гуманитартә университет азиндырҩы изанааҭала. Абри аамҭазы ҩнызқьи ԥшьба шықәсазы аррамаҵура дахысуан Аԥсны аҳәаахьчаратә атряд архәҭақәа рыҟны. Ҩнызқьи хәба, ҩнызқьи жәаф шықәсқәа рзы аус иуан Аԥсны атуризми асасааирҭатә уси русхк аҟны асасааирҭақәа Есимин, Риҵа, пансионат Қьалашәыр рҿы. Аилахәырақәа атурфирма Единый центр ачалтразы иакәу ацентр, акиноилахәыра центр Сити, апродиусертә центр Аԥсны продакшн рыԥҵаҩы хадаси рдиректорси дыҟан. Ҩнызқьи ааба шықәса Кәыдры ахақәиҭтәразы ажәларатә операциа далахәын. Ианашьоуп Кәыдры ахақәиҭтәразы Аԥсны аҳәынҭқарра атәылахьчара министрра амедал. Ҩнызқьи жәаф шықәса инаркны ҩнызқьи жәибжь шықәсаанӡа аус иуан аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭақәа рҟны, аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра ақалақьтә усбарҭа аҟны. Ҩнызқьи жәибжь, ҩнызқьи жәеик шықәсқәа рзы Краснодар ақалақь аилазаара ЮСТК адиректор хадас аус иуан. Ҩнызқьи ҩажәеик шықәса раахыс хаҭалатәи наплакҩыс дыҟоуп. Адокументалтә фильм «Поиски Святого Граля в Абхазии», апроект авторс, режиссерс, продюсерс дамуп. Амилаттә кинематограф арҿиара агәыҳалалратә фонд Сандро продакшн ахантәаҩыс дыҟоуп. Акинематографиа аусқәа адныҟатәи аимадарақәа рзы акультура аминистрра ауаажәларатә рабжьгаҩ дҭаацәароуп, хҩык ахшара драбуп. Хочется сказать, что, безусловно, предыдущие слова моего коллеги-юриста вполне актуальны, но спустя столько лет после войны старшее поколение строило наше государство, выстраивало вертикали власти, исполнительной, законодательной. Проходят годы, и все как-то вот медленно, все очень развивается. Наше общество запросило молодых специалистов выдвинуться кандидатами в депутаты. Соответственно, мы видим, по всей Абхазии вышла молодежь, получившая достаточно серьезное образование, имеющая в своей жизни те или иные какие-то успехи. Безусловно, очень трудно конкурентоспособным быть с более опытными политиками, однако мы понимаем, что все-таки молодежь имеет какие-то свои определенные новшества, нововведения хочет сделать. 21 век развивается, и мы должны в многом вместе с ним развиваться. Безусловно, перед нами стоят очень большие задачи и проблемы, о которых говорил Саид. Мы их видим и огорчены, что все эти проблемы многие годы лежат, никто их не поднимает, никто их не решает. Сказать, что все очень плохо и печально, не хочется. Все-таки мы живем, все-таки мы развиваемся, мы уверенно идем в будущее. Действительно, нашему обществу нельзя опускать руки, нельзя разочаровываться. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Если хочется действительно что-то сделать, то надо, по крайней мере, стараться это сделать и стремиться к лучшему. Уверен, что эти выборы так или иначе получат очень большой интерес в обществе и будет очень хорошая высокая явка, потому что по всей Абхазии выдвинуты довольно-таки интересные кандидаты. У каждого своя интересная программа. Ну и после 12 марта, уже когда сформируется более-менее понимание о будущих депутатах парламента, перед ними будет стать очень большая, очень ответственная работа. Но при всем при этом парламент должен быть максимально независим от исполнительной власти сегодняшней, потому что общество видит, что происходит в последнее время руками исполнительной власти. Это и подорожание цен на бензин, и большой подъем сейчас будет у нас удорожание продуктов питания. Общество думает и уверено, что все-таки будущий парламент защитит их интересы. И так или иначе будет сопротивляться всему этому. И, может быть, как-то стабилизирует ситуацию.
Иҭабуп шәам ҭанҵәеит уажәы Кәарҷиакан Валери иԥа инысымҩа ҳазыӡырҩуеит, нас саԥхьажәа. Кәарҷиакан Валери иԥа диитрашәарамзакы зқьышәи ханҩыжәи ԥшықәсазы Аҟәа ақалақь. Зқьышәи ԥшьынҩыжәи изашықәсазы далгеит Аҟәатәи ажәабатәи абжьаратә школ. Убри ашықәсазы дҭалеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҭоурыхи азиндырреи рфакультет азиндырра азанааҭ ала. Зқьышәи ԥшьынҩыжәи ԥшьынҩыжәи ашықәсқәа рзы аус иуан Аҟәатәи арыжәтәқәа рзауад аҟны аиқәыршәареи аҭиреи рыҟәшеиҳабыс. Ҩнызқьи ҩба-ҩнызқьи ԥшьба шықәсқәа рзы ус иуан аҳәынҭқарратә компаниа Абхаз авторесурси ахада ихаҭыԥуаҩыс. Ҩнызқьи бжьба шықәсазы далгеит Аҟәатәи иаарту институт аекономики азинеи рзанааҭ ала. Ҩнызқьи бжьба-ҩнызқьи жәеиза шықәсқәа рзы Аҟәа ақалақьтә еизара депутатс дыҟан. Дахагылан анхарҭа коммуналтә нхамҩа акомиссиа. Ҩнызқьи жәа-ҩнызқьи жәиԥшь шықәсқәа рзы Аԥсны жәлар реизара апарламент депутатс, аграртә политики аԥсабаратә ҭаҵәахәқәа аекологиа ркомитет еиҳабыс. Ҩнызқьи зеижә ҩнызқьи ҩажәа шықәсқәа рзы Аҟәа ақалақь ахада инапынҵақәа наигӡон. Убри аамҭа инаркны ареспубликатә уаажәларатә хеидкыла аидгылара деиҳабуп. Далахәын Аԥсны Џьынџьтәылатә еибашьра алион иорден ианашьоуп. Ҭаацәа роуп, хҩык ахшара драпуп. Уажәы шәара шәаамҭоуп. Доуп. Аԥхьа инаргыланы уаҵәтәи амш иааиуа аҳәса рымш Март ааба ирыдысныҳәо сҭахуп. Иахьа иактуалтәу азҵаара агәабзиара аԥхьа инаргыланы аманшәалара шәгәы иҭашәкуа зегьы нашәыгӡо, абзиабара шәыманы, аилкаара шәыманы шәҭаацәа рыҟны шәыкәша-мыкәша абзиаамҭақәа шәанашьшьот, ҽаамбзиала шәниаат. Егьирахь ҳазааз аус азыҳәаны зҳалацәажәап, абри иара ԥсышәала исҳәаша рацәоуп, ҳаԥхьа азыҳәаны иахьа ҳара ҳахьалахәу Аҟәа раион аҟны даара ирацәоуп аԥсуа бызшәа сымҭоу аҟынтәи санашәшьозар, саҭашәымҵозар урысшәала исҳәо. Уважаемые избиратели, дорогие сухумчане и жители Сухумского района, всем известно, что я представляю оппозицию, и главная цель моего прихода в парламент – не позволить продать нашу родину и предать наши национальные интересы. Да, я оппозиционер, но я оппозиционер к тем, кто лишил людей элементарного – света и воды, к тем, кто решил поделиться нашим суверенитетом, кто готов продать энергетику, и к тем, кто не спас более 1000 жизней наших граждан, умерших от ковида. Я также оппозиционер для тех, кто необоснованно поднимает цены на топливо выше российских, для тех, кто думает только о своем личном обогащении, а о нуждах людей в последнюю очередь. Я против тех, кто принимает уголовный закон избирательно и преследует в зависимости от политической принадлежности. Сегодня, когда судьба Абхазии решается в Украине, я оппозиционер к тем, кто не способен организовать даже митинг в поддержку нашего союзника России, против которой ополчился весь коллективный Запад. Я также против тех, кто убеждает нас в нашу беспомощность. И идя в парламент, чтобы доказать нашу состоятельность и способность построить современное абхазское государство. И намерен защищать право нашего народа на достойную жизнь и счастливое, мирное будущее всеми возможными способами. Уважаемые избиратели, в случае вашего доверия обязуюсь представить ваши интересы в народном собрании, как всегда, искренне и честно. Спасибо. Иҭабуп, ҳаҭрызқәа телехәаԥшцәа, сара даҽазныкгьы ишәгәаласыршәоит, азҵаарақәа шәымазар аефир ахьынӡацо, абри ижәбо апочтахь иаашәышьҭырц шәылшоит. Ҳара анаҩстәи ахәҭахьы ҳаиасуеит, аха акы заҵәык аҳәара сымоуп, аекранқәа рҿы ижәбалоит аамҭа, убри аамҭа иахмырԥакәан, шәажәа ԥысымҟарц азыҳәан, пату еиқәҵаны, убас имҩаԥ. Мамоу ус исҳәоит анаҩстәи ахәҭақәа рзыҳәан. Убас аԥҟара еиламгаӡакәан, иҟаҳҵап уажәы ҳаиасуеит анаҩстәи ахәҭахьы, акәалаԥ иҭоу азҵаарақәа хԥарҭак ҟаҵатәуп, уара уиӡбуп, иҭоугар бзианы, азҵаарақәа хԥаҭыгатәуп.
иҟаҵатәузеи атәыла афатә ажәшәарҭа рапҵаразы. Продовольственная безопасность, тут имеется в виду, а энергетика шәарҭа рапҵаразы ауадаҩрақәа рыҳасабраҿы мҩақәас ижәбои аҩбатәи азҵаара, анаҩс адиаспоратә политика зеиԥшраз акәу ҳдиаспореи ҳареи иҵегь ҳаимадарақәа ҭбаахарц азы иҟаҵатәузеи. Иалагода аҭак аҟаҵара. Урысшәала еиҭаагап. Еиҭаҳгома? Урысшәала ҳалацәажәап, избанзар шьоук ԥсышәала, шьоук урысшәала усҟан хәыҷык ҳаилаԥаҭар ҟалоит, ҳаиеихәоит ҳәа Сара ишәҭахызар урысшәалагьы азҵаарақәа срыԥхьоит, аха сара ԥсышәала имҩаԥызгалоит аефир, шәара азин шәымоуп, иарбан бызшәала ишышәҭаху ацәажәара. Какой вам видится диаспоральная политика? Какие пути для более тесного взаимодействия с диаспорой вы можете предложить? Пути решения проблемы энергетической безопасности и какие меры необходимы для обеспечения продовольственной безопасности страны? Ну, я могу начать. Если речь идет о диаспоре, которая живет на территории Российской Федерации, то у нас особых проблем нет. У нас достаточно хорошие контакты, есть полное взаимопонимание, есть общие интересы, и мы всегда готовы сотрудничать. Это показало разное время, скажем, когда у нас были какие-то серьезные проблемы в нашей стране. Это показала сейчас и пандемия, когда наша российская диаспора, в частности московская диаспора, оказывала очень большую помощь системе здравоохранения Абхазии. Я думаю, с их помощью многие проблемы были решены. Если речь идет о той диаспоре, которая живет у нас за рубежом, в дальнем зарубежье, Турция, Сирия, скажем, Иордания, то проблема нашего взаимодействия сегодня, она более-менее отлажена. У меня была недавно возможность встретиться с представителями нашего Дарнаке, в частности из Стамбула. Вот. В Турции, как известно, 80 абхазских деревень. И наш абхазский клуб имеет свое представительство в 17 городах Турции. Скажем так, это очень большая, скажем, сила. Люди, которые хотят с нами общаться, хотят находиться в постоянной связи со своими соотечественниками. Но вы знаете, послевоенный проект, когда мы все мечтали, что многие наши абхазы, живущие в Турции, да, в частности в Турции, это все-таки поближе к нашей стране, мы думали, что они массово будут переезжать к нам в Абхазию. Этого не случилось. Здесь много факторов, которые этому мешают. Но основная причина все-таки в том, что сегодня гарантировать безопасность людям, которые переезжают к нам в Абхазию, достаточно нам сложно. Вот в разговоре с диаспорой у меня возник вот такой вопрос. Вы живете в Турции. Это современное государство, преуспевающая страна, достаточно мощная в экономическом плане. Конечно, у него огромный военный потенциал. Это, пожалуй, вторая страна в системе НАТО по своему вооружению и численности армии. Это государство вас защищает. Вы служите в армии, защищаете эту страну. И у вас там, скажем, полная гармония. А теперь представьте себе, вы переезжаете жить у нас в Абхазии. Да, у нас сегодня договор достаточно большой, длительный, по своему объему равно в нашей истории не было. Да, Россия сегодня обеспечивает полную безопасность Абхазии, как со стороны суши, моря, воздушного пространства. Армия стоит здесь, и мы в этом плане достаточно спокойны. Но мир, посмотрите, насколько стремительно меняется. Что будет завтра? Что будет послезавтра, сказать сегодня очень тяжело. Конечно, когда говорит Владимир Владимирович Путин о том, что мы не знаем, что будет завтра, а это крупнейший политик планеты, то
то нам тоже, конечно, приходится говорить, а что будет завтра на самом деле. И люди, которые перейдут сюда жить, насколько их безопасность будет обеспечена, скажем, на высоком уровне. Это проблема из проблем. Я не говорю об экономической ситуации в Абхазии, о социальных проблемах, которые у нас есть. И уровень жизни нашей диаспоры на территории Турции достаточно высокий. Там очень много представителей абхазской диаспоры, которые сегодня занимаются крупным бизнесом. Очень многие значит, в системе политической жизни Турции активно участвуют. Вот. Ну и в этом плане, конечно, есть моменты в нашей стране, которые в какой-то степени или их немного пугает, или в какой-то степени их не устраивает. Конечно, мы очень сильно переживаем. Очень сильно. Я думаю, что проект этот, пока нам не удается его реализовать. Если жизнь будет меняться, если экономический потенциал Абхазии будет расти, социальные проблемы в основном будут решены. Вот мы сейчас в течение 1 года побывали практически во всех деревнях Абхазии, во всех селах. Да, одно село не похоже на другое село, но проблемы-то в общем одни и те же. Это дорога, это стабильное электроснабжение, это, конечно, вода, ну и нужна определенная программа, определенный толчок, чтобы они начали заниматься какими-то делами в деревне. Вот можно ремарку, Давид Чичевич, Да. вот когда мы говорим о том, что мы должны условия создавать для представителей нашей диаспоры. При Конечно, этом конечно. есть же наши соотечественники за рубежом, которые тоже могли бы помогать развиваться нашей экономике. И таких Могли очень бы. много, и есть, Могли которые бы. помогают, Могли но бы. более масштабно. Да, что все-таки их еще пугает, если уже говорить до конца, конечно, наши разногласия в обществе. В обществе у нас давно нет согласия. И это, конечно, их очень пугает. И для нас это тоже лежит большой тяжести на наших плечах. Вы посмотрите за последнее время, сколько событий у нас в Абхазии произошло. Противостояние в обществе ничего хорошего нам не сулит в будущем. Это откат назад. И потому я считаю, что в парламенте, говорит об оппозиции в парламенте, говорит о каком-то противостоянии на этой площадке, я думаю, что нам нельзя говорить. Парламент – это избранники народа, и они не могут быть в оппозиции к своему народу. Они должны служить интересам нашего общества, интересам нашего государства. В этом я вижу большую работу нашего парламента. Вы посмотрите, какой ворох документов законодательных не приняты до сих пор. Это законы, которые лежат у исполнительной власти, это законы, которые лежат в судебной системе, Генеральной прокуратуры, они имеют право законодательной инициативы. Теперь мы тоже с какими-то идеями идем туда. Затем нам надо будет заниматься вопросами гармонизации законодательных актов Российской Федерации и Абхазии, сближать их интересы друг к другу. Я вообще представляю, даже в 5 лет навряд ли с этой задачей можно справиться. Конечно, в этом плане диаспора не может быть нам большим помощником. Мы должны исходить из собственных интеллектуальных ресурсов. Мы должны делать все возможное буквально, даже невозможное, чтобы общественное согласие в нашей многострадальной стране пришло. Это крайне необходимо. Давид Чичевич, Это один из вопросов. Да, вот я хотела сказать, что ваше время закончилось. 6 Прекрасно. минут были отведены Прекрасно. на все 3 вопроса. Спасибо. То есть по 2 минуты на каждый. Следующий, кто будет отвечать, у кого есть желание ответить? Кан Валерьевич. Можно Повторить вопросы? да.
на русском языке, да? Освежить память. Как хотите. Какие Я и меры так необходимы воспринимаю. для обеспечения продовольственной безопасности страны, пути решения проблемы энергетической безопасности? И следующий вопрос. Как вам видится диаспоральная политика? Какие пути для более тесного взаимодействия с диаспорой вы можете предложить? Давайте с последнего вопроса. Я долго не буду заострять внимание, быстренько пробегусь по этому вопросу. Что касается нашего взаимоотношений с нашей диаспорой. Да? Но в основном мы знаем, что наша диаспора представлена в большом количестве это в Турции и в Сирии. Сегодня наш проект по возвращению наших братьев, я не могу сказать, что он не состоялся, но он имеет некие шероховатости. Да? Мы видим, что при наших скудных возможностях мы возвращаем наших братьев, стараемся их обустроить их быт, там, квартиру им дать, дом купить, землю, там, да, приусадебный участок и так далее. Там абхазский паспорт, там его, чтобы он обрел абхазский паспорт. И самое главное здесь вопрос, даже не экономический вопрос, а самый главный вопрос их интегрировать в наше общество. Вы же понимаете, что это мусульманская страна, у нас в основном это христианская страна, у нас здесь есть некие проблемы. И в этом решении это не один день, не 2 дня, этот вопрос очень сложный. Но при этом нужно сказать, что мы очень толерантные. Да, нет, мы толерантная страна, нет, мы не говорим, что мы кого-то презираем, просто я говорю интегрировать, я и говорю о разных, мы сейчас о разных вещах говорим, интегрировать в наше общество. Да, это я понимаю. Да, проблематично. Но многие с этим справляются, и слава Богу. Но другой вопрос. Ну, там у нас чуть больше 100 тысяч абхазского населения, скажем так, титульного населения. А основная масса живет там в Турции и в Сирии. Но по аналогии, если провести аналогии, то знаете, что я не в упрек, конечно, нашим братьям, но вот, например, Армения при ее возможностях, да, каждый год диаспора присылает ей 5 миллиардов долларов ежегодно на поддержание и развитие там, экономики вообще страны, это диаспора делает. Мы сейчас не говорим, чтобы нам там, денег собирали, но, понимаете, наши отношения должны быть чуть-чуть реверсные такие. Мы то, что можем, мы делаем, то, что они могли бы делать, возможно, не до конца они в этом вопросе тоже с нами могли бы как бы больше в этом вопросе нам помогать, потому что 100-тысячный народ, находящий в Абхазии, не может как бы, да, 500-тысячное население там, помочь нам вернуться, даже элементарно, это физически невозможно. В этом плане вот есть такие моменты, которые нам все-таки придется еще над этим очень много работать. Но это, безусловно, важный вопрос, этим надо заниматься. Ну, конечно, наверное, найдутся люди, кто, может быть, еще более продвинутые, продуктивные методы найдут для того, чтобы это у нас все в дальнейшем было хорошо. Теперь касаемо энергетики, по-моему, основной вопрос. Да? Не хочу выглядеть банальным, но энергетику, если ты не хочешь, чтобы он развивалась, ты начинаешь его хоронить. Хоронить ради того, чтобы завтра объявить людям, что она не дееспособна, и один лишь выход из ситуации просто его продаст с молотка. Да? Для этого уже многие постарались, и наше правительство в том числе, но при всем при этом мы не раз разговаривали еще и с людьми в правительстве, и вообще с людьми, которые этот вопрос компетентны в этом вопросе. Но не хочу еще раз говорить, выглядеть банальным, но в этом году парламент выделил 100 миллионов на приобретение счетчиков учета. Да? Но почему-то правительство решило в нарушение основного закона, значит, распределить так, как они хотят. В чем они, на мой взгляд, они ошибаются? Мы первым долгом не можем, значит, с населения собрать те 40 копеек и 80 копеек с юридических лиц. Да? Но при всем при этом мы говорим, что мы должны там, увеличить там, стоимость электроэнергии потребляемой. Как мы можем, там, 2,5 рубля, может быть 3, может рубль 70, я не знаю, насколько они собираются поднимать, значит, изымать, и как это приучить людей платить по счетам. Да? Для этого и парламент пошел
по этому пути, как пилотный проект. Эти деньги были выделены для того, чтобы какой-то район полностью охватить этими счетчиками, чтобы посмотреть, насколько это поможет собираемости для людей, конечных потребителей. Да? Во-первых, что мы получили бы? Это приучило бы людей экономить электроэнергию. Это как минимум, это уже, значит, говорят те люди, которые знают, на 30% потребление сразу упало, потому что люди начинают экономить. Да? Потом собранные деньги, в конце концов, мы, конечно, не глобально, но точечно могли бы эти деньги же влаживать в нашу энергосистему. Потом дальше. У нас есть, конечно, раскуроченные, но тот запас, который у нас еще есть, это наши перепадные ГЭСы, которые у нас уже их поделили, их уже распределили, оказывается, уже, значит, люди во власти и в парламенте, там уже между собойчик устроили, они уже планы строят, как они нам, значит, восстановят, привлекут инвесторов и, восстановив его, поставят там майнинговые фермы и будут платить 200 миллионов в год. Когда я человека спросил, а как это помогает энергетике Абхазии, тот человек, который это мне рассказывал, он говорит, никак. Я говорю, вы что, вообще нормальные? Вы хотите для себя это сделать, всего лишь 200 миллионов в год государство платить, а мы как свет, энергию как мы не имели, так и не будем. То есть у него ответа не было. Потому у нас, видимо, люди, пришедшие во власть, вообще не понимают, для чего они пришли. Это как такой проект, свой личный проект, на это все смотрят. Пока люди не придут ответственные, которые любят свой народ и будут, значит, отвечать за свои действия, вот этот беспредел у нас всегда будет. А можно уточняющий вопрос задать? Вот нигде в мире, насколько мне известно, 40 копеек такой цены, такого тарифа нигде нет. А можно ли на вот эти 40 копеек содержать нашу энергосистему, на ваш взгляд? Нет, я вам скажу, есть расчеты, что где-то в пределах рубля мы же за генерацию не платим, вы же знаете, да, у нас, слава богу, в этом плане нам Бог миловал, мы пока получаем его бесплатно, за генерацию не платим. То есть в пределах рубля нам хватает содержать нашу энергетику. Ну, сейчас не то, что содержать, может даже не развивать, но держать его, поддерживать, да. Но я еще раз говорю, мы должны научиться людям, значит, объяснить или же такие условия создать. Я еще раз возвращаюсь к тем же, значит, приборам учета, да, потребляемой энергии. Для этого же парламент выделил 100 миллионов, чтобы они закупили. Но почему-то не захотели они это покупать. Для чего? Значит, потому что там начнется контроль. Потом у нас же проблема на Ингуре, мы не знаем, какую потребляем мы энергию. Мы до сих пор не знаем. У нас есть информация, что уже закуплено. Мы апеллируем на показания якобы счетчика с грузинской стороны. У нас нет счетчика учета. Мы до сих пор не знаем, какой объем потребляем мы энергии. Мы до сих пор это не знаем. То есть эта проблема существует. И, к сожалению, те люди, которые должны его решать, они практически никакой, дорожную карту нам не предоставляют, какой выход из этой ситуации, да, в энергетике у нас существует. Спасибо большое. Вот на следующий вопрос, к сожалению, уже нет времени. Я хотя бы на два вопроса постарался ответить. Да, может, коротко, но во всяком случае. Да. Вполне исчерпывающе. Да. Спасибо. Александр Романович, спасибо вы продолжите. Спасибо большое. Давайте с первой начну темы касательно вопроса репатриации. Безусловно, у нас имеются большие диаспоры в Сирии, Иордании, Турции, Москве, в других регионах России более маленькие диаспоры, но тем не менее. Безусловно, между Абхазией и ими должно быть очень тесное сотрудничество в культурном плане. Безусловно, друг другу так или иначе должны помогать. Но когда я сегодня вижу, что наше государство предоставляет, в принципе, представителям диаспоры, самое главное – это гражданство, паспорт. Человек, который где-то в России живет или в Турции, имеющий какой-то капитал, квартиру и хочет вернуться в Абхазию, он может спокойно там это продать, приехать сюда, здесь поселиться, получить паспорт и полноценно не только жить, но и развивать свой бизнес. Да, интегрироваться в наше общество. То есть начальный капитал у него уже будет?
получается. Безусловно, безусловно. Если же ему нужно первоочередную приехать и посмотреть, а как комфортно ли жить в Абхазии, давайте сделаем какие-то там, не знаю, гостевые туры, возможности им приехать, пожить месяц-два, посмотреть, комфортно они себя чувствуют, некомфортно. Но когда наше государство начинает очень большие деньги вкладывать, как Иван Валерьевич сказал, покупают квартиры, дома, участки, мы помним, были случаи, когда потом это продавали и уезжали. Но почему забывают о той молодежи, которая потеряла родителей и не может себе купить ни квартиру, ни дом? Живут на съемных квартирах, воспитывают детей. А почему о них нельзя в первую очередь позаботиться? И вот эти какие-то бюджетные средства, высвободившиеся, сначала поднимите ту молодежь, которая здесь сегодня в Абхазии живет, дайте им возможность полноценно развиваться. А потом, когда уже вы окрепли, у вас уже увеличился бюджет, и этот фонд может уже привлекать дополнительно, внутри все проблемы решены, ну тогда финансируйте и помогайте тем, кто не может продать свой бизнес и переехать сюда. Мы зачастую спрашиваем, а почему люди не хотят приезжать сюда? И абсолютно верно, вот Давид Ильич сказал, безопасность. Они боятся. Хорошо, но мы же здесь живем, не боимся. Но мы же как-то живем. Тем более по нашим законам они автоматически становятся гражданами Абхазии. Конечно. То есть тут вопрос, а хотят ли они сами возвращаться в Абхазию, да? Считают ли они ее такой красивой, привлекательной, интересной страной? Я думаю, что здесь нужно сначала больше внимания все-таки уделять нашей местной молодежи, решать их проблемы, но для репатриантов предоставить все условия и все комфортные решения юридическо-правовых моментов с документами, чтобы они могли без проблем автоматически получить паспорт и так или иначе переехать сюда жить. Без предоставления жилья, я так понимаю, без предоставления жилья, безусловно. Без предоставления жилья. Вот. Что касается энергетической безопасности. Ну, смотрите, последние годы, я коротко буду говорить, не хочу выкладываться, последние годы мы часто слышим проблему счетчиков, эти 100 миллионов, которые выделили, как Иван Валерьевич говорит, куда-то они ушли, там прокуратура отписалась, что, мол, они имели на это право. Но у меня есть уже точная информация, что приборы учета закуплены. Позвольте я договорю, пожалуйста. Здесь вопрос не в этом, не в этих 100 миллионах и не в этих приборах учета. Порядка 6 лет обсуждается эта тема. Все депутаты последнего созыва говорили 3 варианта выхода из кризиса, как варианты. Но никто из них не сказал, вот этот вариант я выбираю, вот за этот вариант я голосую и обосновал бы, почему он выбирает именно этот вариант. Мы должны четко понимать, что если бы, например, законодатель сказал бы, что вот эти счетчики с сим-картой, которые автоматически делают запрос о употребленной электроэнергии, дают ответ, автоматически выписывается счет, все в электронном формате, можно спокойно через любой смартфон оплатить. Люди бы сами начали покупать себе за 6 лет, сколько квартир и домов отремонтировали. Они бы сами покупали бы счетчики именно этих моделей, давно бы ставили бы их, жили бы много и развивались бы. У нас в Абхазии не 100% злостных не плательщиков за электроэнергию. Порядка 60-70% тем не менее платят. Но человек хочет знать, если он сегодня платит за электроэнергию, и у него произошел перепад напряжения, у него сгорела техника, кто ему будет компенсировать? Я абсолютно согласен, что рубля хватит. Хватит за электроэнергию. Но давайте тогда так сделаем. Пускай Черноморэнерго или Энергосбыт компания с каждым потребителем подпишет правовой документ юридический, в котором он будет говорить, я тебе даю стабильно 220 вольт, 50 гигагерц, но ты мне платишь. Если у тебя сгорает техника, есть у нас права потребителей, да, организация, определенные независимые экспертизы организации у нас появятся, технику сдали, получили независимую экспертизу, что у нас сгорело из-за перепада напряжения, тогда пускай компенсируют за это телевизор. То есть это получается как страхование? Если мы собираемся строить правовое государство, оно должно быть ответственным с обеих сторон. Если ты хочешь взять с человека, то ты должен ему и дать гарантии безопасности. Но в любом случае энергетическая вся отрасль должна быть строго государственной. Речи быть не может ни о каких там распилах, как вот уничтожают компанию, как вот Абхазтоп уничтожили,
практически разорили, и сегодня Абхазтоп покупает у коммерческой компании. Почему? Давайте, это все должно быть в руках государства, в первую очередь. Если какой-то инвестор хочет так или иначе вложить, ну, знаете, можно пойти по принципу, как поломанный магазин хотят арендовать, да, в счет будущей аренды, они его ремонтируют, потом здоровый, отремонтированный магазин оставляют хозяину. Ну, вложат они туда какие-то деньги, 2-3 года вытащили свою прибыль, и все, дальше оно осталось государственным. Но ни в коем случае нельзя его делить. Это наша энергетическая безопасность. Что касается продовольственной безопасности, скажите, пожалуйста, насколько сегодня у нас в государстве контролируется поставка продуктов в Республику Абхазию, и кто вообще это контролирует? Испорченные продукты, тухлые продукты, в магазинах просроченные продукты, отключили электроэнергию, что-то сгнило, испортилось, этикетки переклеивают и продолжают продавать. Государство у нас имеет свои собственные склады? Государство у нас контролирует торговые базы? Нет. Мы, к сожалению, мечтали все время сделать так, что государство будет заботиться о своих гражданах, а в итоге получилось, что мы стали просто-напросто капиталистической страной, которая думает только о себе. И тот, кто сегодня имеет деньги, вкладывает в этот бизнес, ему все равно, он должен увеличить свой бизнес, свою прибыль, он капиталист. Ну а те люди, которые не имеют возможности вкладывать деньги, они просто потребители. Для них необходимо создать эти условия, но о них уже никто не думает, абсолютно никто не думает. И сегодня даже когда человек отравится от испорченной еды, я не говорю, баз нет, ничего нет, отравится от испорченной еды, он даже не знает, куда ему обратиться. Он даже не знает, куда ему пожаловаться. Он даже не знает, спасут ли его вообще в больнице нашей. И сколько это будет стоить. И есть ли деньги на это спасение, на это лечение. За эти годы столько проблем накопилось, и говорит все время, что вот, их надо решить, их надо решить, их надо решить, но никто их не решает. Все боятся работать. Друзья мои, я честно вам скажу от души, я ожидал, что предыдущий парламент с утра до вечера будет читать, писать, работать. Но что было, вы видели прекрасно. То улица в парламент зашла, то парламент на улице, постоянно какие-то споры. А народ-то ждет, результаты хотят. Дай Бог, чтобы будущий парламент был результативный. Чуть другой вопрос. Ну, ничего, вы хорошо. Эту проблему тоже надо решить. Говорили. Да, я думаю, еще будет время у вас. Все не сейчас, расскажешь, не объяснишь. Саид Игоревич, ваше время. Спасибо. Я начну с диаспоры. Мне кажется, что вопрос диаспоры – это, конечно, вопрос демографической политики. И для нас это очень серьезная проблема. И мне кажется, что наша диаспора для нас это очень большое подспорье и серьезный демографический ресурс. Мы об этом не должны забывать. Да, есть действительно проблемы с интеграцией наших соотечественников, которые вернулись. Наверное, это самая серьезная проблема. Потому что предоставить жилье, это, понятно, создать какие-то социально-экономические условия здесь, но вопрос интеграции, он совершенно никак не решается. Мне кажется, что возвращение на родину – это вот та идея, которая является очень важной и значимой для тех наших сограждан, которые живут там в Турции, в Иордании, в других странах. И мы как-то должны сделать все, что вот эта вот историческая справедливость, возможность вернуться на родину, она всегда существовала. Но в плане интеграции у нас, в наше общество, очень серьезные проблемы. Мы не должны забывать о том, что среди наших соотечественников там прекрасные специалисты. Я вот знаю одного прекрасного специалиста, нашего соотечественника из Турции. Он приехал к нам, он долгое время работал здесь, сотрудничал с нашей организацией, с прекрасным образованием человек, но он никак не смог интегрироваться в наше общество. Ему было очень сложно. И несмотря на все его желание остаться здесь, он вынужден был уехать. Мне кажется, для нас это большая потеря. Я тоже не могу не сказать, что в сфере репатриации есть и проблемы, связанные с коррупцией. Есть вот эти вот случаи коррупции. Мне кажется, что здесь очень важно, чтобы государство надлежащий контроль финансово осуществляло за вот этой политикой. Да. Энергетика, я достаточно, можно даже сказать, боялся этого вопроса, потому что я несколько далек от него, но в плане знаний, да, потому что
Я, скорее всего, как-то смотрю на эту проблему как потребитель. Но хочу сказать, что относительно этого вопроса у меня вот следующая позиция, что для меня объекты энергетики – это стратегические объекты, они действительно таковыми являются. Но вот есть, конечно, вопрос в том, могут ли действительно приходить частные инвестиции вот в гидроэлектростанции. Мне кажется, что этот вопрос мы можем решить, и, я не знаю, там мощности, которые могут вырабатывать в дальнейшем вот эти частные энергокомпании, они могут быть полезны для нашего бизнеса. Ну тогда, наверное, тариф тоже Да, и, немного соответственно, другой тарифы, будет. да, должна быть прогрессивная тарификация. Вот. Еще я хотел бы сказать, что мы как-то от темы майнинга тоже ушли, потому что мы знаем, что майнинг вот такая серьезная угроза нашей энергосистемы. Мы знаем, ну, я, насколько знаю, на 30%, да, выросло потребление из-за вот работы, хотя это, наверное, очень приблизительные цифры. Мне кажется, что было упущено время, не была нормально оценена угроза, которую может за собой принести майнинг. И сейчас нам обязательно нужно решить, заполнить эти юридические бреши, решить, ну, в принципе, у нас сейчас уголовная ответственность и административная ответственность. Да, Да, можно... но насколько она эффективна, да, и кого привлекли, да, к этой ответственности тоже вопрос. Вот я хотела дополнить, вот мы все много говорим в последнее время о приборах учета, сейчас я уточнила, идет закуп, уже закуплено на 32 миллиона, вот системное ядро, и 1200 счетчиков уже закуплены на город Сухум, и 300 из них уже установлены. Я думаю, что вот эти приборы учета как раз-таки помогли бы выявить те места, где идут майнинговые подключения. Вот, и это бы намного упростило работу и правоохранительных органов. Да, возможно, если не будет каких-то нарушений на местах, то, возможно, это будет так. Ну и продовольственная безопасность. Мне кажется, да, что сейчас эта проблема, она будет становиться все острее и острее, потому что мы видим, в какой ситуации сейчас мы находимся, мы видим ситуацию конфликта, и мы видим, я думаю, что увидим рост цен, и в то же время мы видим, что вот внутри Абхазии мы фактически не производим, да, собственный внутренний продукт. Да, у нас там в сельском хозяйстве, сельхозпродукции у нас 70% импорта, да. Но у нас есть возможность производить внутри страны. Да, вот в этом, да, и как раз и заключается основная проблема, потому что сельскохозяйственная отрасль, она пришла в такое состояние, что 6% всего лишь внутреннего валового продукта собой представляет. И здесь только мерами какой-то поддержки. Мне кажется, что вот именно эта сфера, она должна стать актуальной для будущего созыва, конечно, потому что думать над проблемами, да, безопасности в целом, в том числе и продовольственной, придется много. Да, у вас еще есть время, вот еще 2,5 минуты, вы можете дополнить. Ну, в принципе, я люблю быть кратким, да, да, спасибо. Да. Да, вот если у вас осталось время, я могу вам еще один вопрос задать. Да, пожалуйста. Вот вы говорили о том, что много специалистов, ну вот соотечественники за рубежа приезжают, и среди них очень много специалистов. При этом у нас большие проблемы, вот исходя из мнения людей, окружающих нас, что в медицине все-таки у нас есть проблемы, в здравоохранении. Хоть есть и много специалистов, но при этом можно сказать, что хромает, учитывая тот факт, что наши люди, наши граждане едут лечиться в Грузию, в частности. Вот как решить эту проблему, как поднять на более высокий уровень нашу медицину? Вот что в этом направлении можно сделать? Система здравоохранения – это тоже проблема, которая очень давно не решается. Понятно, что она
официально является бесплатной, неофициально она является платной, и тут очень много проблем. Да? Возможно, легализация платной медицины, она как раз позволила бы решить в конце концов эту проблему, потому что мы платим большие деньги на самом деле для того, чтобы получить медицинские услуги. У нас нету высокотехнологической медицинской помощи, да? И внутри государства должны существовать медицинские институты какие-то, да, которые, собственно, будут создавать эти кадры медицинские, которые будут работать. Но вот с учетом нашей экономики, да, вот это очень сложно представить. Хотя бы надо думать о том, может чтобы... быть, привлекать вот тех же самых специалистов, да, наших мы можем, соотечественников. может быть, вот в рамках этой политики репатриации вот как раз-таки будет дан такой клич. И помощь меценатов, так скажем, да? Да, все возможно, все возможно. Да, еще есть время. Будете продолжать спасибо. На этом завершим? Наверное, завершу. Да. Ожи матч хат гылует, она я цахсуйта эфир. Ожи аряхтаджи, аззара курейм дараям топ, досу оппонент гдалхна, аззара ифтарал шойт, мамзарге, зарак штир калуйт, зиге нас атак карцар пипш. Ишпашта хушимо маззараква. Сарайсимо, если рихабат шад верека мхузем бекана сисимо. Еще мазриш, аззара, азадрюб. Ну, я когда вопросы готовил, Давид Чичевич очень интересный собеседник, я постарался подготовить самые такие безобидные вопросы. А копса там аззара копя. Уважаемый Давид Чичевич, вы человек с претензией на мудрость и объективность. Но по какому праву вы применили на себя мантию судьи и поспешили вынести обвинительный вердикт герою Абхазии, военному хирургу, спасшему сотни жизней наших бойцов Восточного фронта Гургуля Аполлона Алмазхановича? Имеете ли вы лично моральное право судить человека за недоказанное превышение должностных полномочий, будучи сами в прошлом осуждены за длительный срок за экономические преступления? Не считаете ли вы необходимым прямо сейчас, в прямом эфире, также публично принести свои извинения Аполлону Гургулю? Вы совершенно недавно яростно критиковали действующую власть по многим вопросам жизнедеятельности государства. А сегодня вы заручились ее же поддержкой. У нас, конечно, не село Малиновка, но все же ответьте, так какая шапка ваша, Давид Чичевич? Вот такой вопрос, может быть, в два этапа. Кан Валерьевич. Да, Давид Чичевич. Вы хотите стать большим политиком? Нет, я какой есть, такой есть. Ну, каким вы хотите знаю, таким я есть. Очень большую карьеру устроить, я слышу и лично от вас это слышал. Да. Что для вас парламент это первая ступень, возможно, вы даже хотите стать президентом нашего государства. Нет, я такого не говорил, к сожалению. И говоря о том, что я кого-то там обвинил, где-то что-то я натворил в экономическом плане и так далее, вы, надеюсь, в этой папке, которую вы держите, имеете документы, где сказано о моих преступлениях, доказанных судом или выдвинуты Генеральной прокуратурой мне обвинением. Если этого у вас нет, то вы просто хотите меня опорочить. Это, я думаю, очень недостойно. Нет, вы имеете такому человеку, как вы, уважаемый Кан Валерьевич. Я хочу к этому еще добавить. Да. Как я могу, стоя перед вами, говорить о том, что вы наркоман, не имея фактов, что вы рекетер, не имея фактов, что вы хотите сделать государственный переворот, не имея фактов. У меня этих фактов нет. И потому, как ответственный политик, я такие вопросы не могу так огульно говорить. Перед тем, как человеку какое-то обвинение сделать, надо серьезно подумать. А имею ли я право такое обвинение человеку выдвинуть, в руках ничего не имея? Кто-то сказал, где-то что-то слышал и так далее, и так далее. Не чуть ли я какого-то героя там, значит, видите ли я, значит, опорочил, подождите, минуточку. Наберитесь, пожалуйста, терпения, до конца меня послушайте. Вы задали мне вопрос, я отвечаю.
Да, внимательно слушайте. Я, насколько знаю, есть уголовное дело по поводу названного вами героя. Уголовное дело, и, насколько я знаю, хотя я этим мало интересуюсь, мне это абсолютно не нужно, это дело будет скоро рассматриваться в суде. Так какие претензии ко мне, скажите, пожалуйста? В чем я виноват, если кого-то привлекают к уголовной ответственности, его привлекают к суду за совершенные какие-то, скажем, крамольные дела? Какое я имею к этому отношение? Как вы можете такие вопросы мне задавать? Я просто не понимаю вас. Вы что, задавая мне этот вопрос, что этим хотели себе возвеличить, а меня опустить, вы знаете, никакая ложь, никакая грязь ко мне не пристанет. Моя жизнь, она четко описана, она была у меня прозрачная, открытая, ничего я от нее не скрывал. Я ни от кого не скрываюсь, я ни в какой оппозиции не участвую. Я никогда не был по правительственным, то, что вы говорите о том, что вас правительство поддерживает и так далее. Я понимаю, что в правительстве такие же граждане, как мы с вами, что там у кого-то есть симпатия к вам, может быть, симпатия к нему или ко мне. Могут быть и серьезные антипатии и к вам, и ко мне, и к другим. Они вполне естественны. Жизнь такова, природа человека такова. А вы говорите о том, что вас правительство поддерживает. У вас что, есть факты? Вы что, когда выдавали эти деньги, скажем, мне, на мою поддержку, сидели в этой кассе и считали эти деньги? Я считаю, это постыдно, такое заявление делать в мой адрес. Так нельзя поступать. Во-первых, я намного старше вас возрастом. И уважая старшего человека, вы же хотите быть традиционным абхазцем, а традиционный абхазец не позволяет в прямом эфире, в публичной полемике обвинять человека в каких-то крамольных делах, которые он в жизни не совершал. Это все, что я могу сказать вам. Не, вы задали мне один вопрос, я вам ответил. Да. И переводить наш разговор в полемику с вами, давайте мы договоримся так. Закончится эта программа, выйдем на улицу и там поговорим. То, что я сегодня сказал, это надуманные слова. Я так понимаю? Разумеется. Вы выступали по телевизору и в соцсетях и говорили, ну и что Гургулья. Я должен вообще не бывает. Ну, во всяком случае, там Теперь я, позвольте мне... Да, конечно. Я на ваши все вопросы ответил. Теперь я вам хочу задать вопрос. Кориан Валерьянович, я до конца на все вопросы ваши ответил. Ну, я сказал Кан Валерьянович. Внимательно меня слушайте. Ну, Валерьевич, простите, пожалуйста, Валериан, Валерий, наверное, они все-таки... Ну, хорошо. Могу я вам задать один такой вопрос? Вы, ваше окружение, ваша семья находитесь в парламенте 25 лет. Да, почему 25? 25. 5 умножить на 5 будет 25. 4 раза избирался ваш отец, 1 раз вы избирались. Итого 4 плюс 1 это будет 5, 5 умножить на 5 это будет 25 лет. Скажите, пожалуйста, 25 лет находясь в парламенте, вы, ваше окружение, какие вы законодательные акты инициировали, законы, которые приняты, по которым мы сегодня живем? Назовите хотя бы один. Назвать вам? Да, назовите. Ну, вы какие 25 лет называете, я не могу знать за того человека, который, когда он был депутатом, вы, то бишь, имеете в виду моего отца, видимо. По всей вероятности, да. Теперь я говорю о том, когда я был в 5-м созыве, видимо, да. Вот вы это же имеете в виду? Мое личное, когда присутствие в парламенте, вам, наверное, это интересно, правильно? Вы ответьте на мой вопрос. Зачем вы еще задаете мне сюда вопрос? Вы за 25 лет хотите спросить, или за мое присутствие в парламенте вам интересно? Так, теперь касаемо моего присутствия в парламенте. Я лично участвовал
значит, непосредственно значит, формировал и писал, и значит, как его выносил на заседание парламента закон о значит, особо ценных землях, которые мы практически год над ним работали. Дальше. Значит, я лично участвовал, значит, в законе о, значит, исторической справедливости, который был принят в первом чтении, и дальше почему-то люди это постарались не поддержать. Если вам интересно, что закон, о чем говорит, это о возврате наших исконных фамилий на Самурзакамском районе. Непосредственно я в этом участвовал. Более того, я участвовал непосредственно значит, в составлении и внесении изменений в большом рамочном договоре между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве, где непосредственно я влаживал пункт, который, кстати, очень многим это вопрос интересует, развитие абхазского языка, кстати, и там пункт есть, сегодня можете открыть, посмотреть. Значит, это было согласовано с российской стороной, хотя изначально его не было, значит, что Российская Федерация будет, значит, помогать финансово по развитию и, значит, внедрению в наш обиход не только языка, там касается и литературы, и вообще все, что связано с абхазским языком. Я думаю, что это немало, уже несмотря на то, что во всех там комитетах, которые я, значит, был, везде я как бы плодотворно старался работать. Давид Чичевич, ваше сведение. Дачаю минутку шуму, ицеге кацифсар штахазар шусара ядхуло парламентаджу. Ну, а парламентаджу ядхуло шпасимхо. Давид Чичевич это в оппозиции не был, на захватах не был. Я хочу, наверное, Давид Чичевич запамятовал. Значит, когда Айт Гылара 8 месяцев занимался вопросом, значит, с выходом инициативы по, значит, урегулированию внутреннего политического кризиса, Давид Чичевич не поддержал его организацию, потому что, видимо, он не мог побороть себя с тем, что в 2004 году это один из тех, я не говорю, что это он единственный, один из тех, кто нам, молодым, показал, как надо свергать власть, когда он с рупором людей звал в администрацию президента и призывал... Это вы сейчас отвечаете на вопрос? Нет, ну вы сказали дальше продолжать. Я хочу ремарку сделать к тому, что он мне сейчас говорил. То есть мы, молодые люди, на тот момент, видимо, не сформировавшиеся до конца, послевоенные дети, которые прошли всю войну в 19 лет, наверное, к сведению Давида Чичевича, он, наверное, не в курсе. И в нашем подсознании легло, что именно так, видимо, это правильно делать, призывать с рупором людей. И, кстати, Давид Чичевич, видимо, забыл, что к тому призыву итогом стала смерть великого абхазского, значит, ученого, большого сына и большого, значит, как его, патриота Тамару Шахрыл. Видимо, Давид Чичевич это тоже забыл. Так что, Давид Чичевич, понимаете, когда за кого-то говорите, надо все-таки за собой тоже смотреть. Вот наша полемика, сейчас нашу полемику смотрят молодые. И вот теперь думают, кто же все-таки прав, Давид Чичевич взрослый человек или, ну, среднего возраста Кан Валерьевич. Нам, наверное, больше времени надо, чтобы мы более, может быть, открылись в своих суждениях и рассуждениях, но, к сожалению, время не позволяет. Спасибо. Да, спасибо. Я так понимаю, 2 минуты у меня тоже есть, правильно? Нет, Вы уже... Нет, 2 минуты у 2 меня минуты... есть. Я еще его не использовал. Да, вот Да. да, потом Я вы могу не его можете использовать, Да, эти вы 2 сейчас минуты? можете использовать, но потом... Никакого отношения к гибели Тамара Шахралы, естественно, не имел, ибо если бы я имел, я был бы, наверное, в тюрьме сидел бы уже. И надолго. То, что вы тен на плетен хотите наводить, это вас не украшает, еще раз я хочу подчеркнуть. В отличие от вас, я никогда не штурмовал никакие государственные учреждения.
не посылал туда молодежь, которая сейчас находится под следствием, а многие, наверное, будут сидеть в тюрьме. Вы это прекрасно знаете. Вот. Я, естественно, не был и среди защитников этого учреждения, и я не был среди тех, кто атаковал это учреждение. Меня там не было. Так что в этом плане вы ничего меня не о чем меня упрекать. А когда я держал, в руках и призывал людей, чтобы разблокировали здание Верховного Совета или Народного парламента, это, естественно, было законным действием нашей, общественности. Кто дал право захватить здание парламента и его блокировать? Выгнать оттуда депутатов парламента, которые на улице оказались. Какой парламент? А это был тот парламент, который надо было в 2004 году, вы же хорошо вспомните. Значит, не спорьте, пока я говорю. Когда вы говорили, я вас слушал. Да. Вообще к администрации президента я никогда не подходил. Ни в коем случае. Никакого отношения к этому никогда не имел. Это у вас есть такая привычка, то с одной стороны заходить атаковывать, то с другой стороны. Но вы просто не понимаете одного, что новый парламент, который будет избран, а эта общественность этого потребует, об уголовной ответственности за создание таких условий. Вы провели митинг, будьте добры, идите домой. Нечего штурмовать государственные учреждения. Нечего наших пацанов пускать под огонь. Этого делать нельзя. Вы чему молодежь учите? Чему вы учите молодых людей? Из-за вас сегодня 4 человека находятся под судом. И они реальные сроки получат. С чего вы взяли, что из-за меня? Вы почему-то... А что, разве не вы организовали это? Нет, мы Кан Валерьевич, вы организовали это все. Да, вы организовали. Вам еще за это придется Мне ответить. не стыдно это. Вы даже, Вам придется еще за это ответить. Вы не имеете мужества признаться, что вы призывали в 2004 году. А я вам говорю, что Я все сказал. митинга. Шам таген Я твет все ушта. Митинг организовали Да. мирный. Сатамыз егерта кандидат шаги алшара рахтаро пихак куларазыхан досу мазараку и мыждума ишпаку атаглазаша. Шапа оппонент Я шарахазара все-таки ярус. хотел бы высказаться по поводу того, что сейчас у нас... Все-таки мне кажется, что мы должны немного сейчас успокоиться все-таки, да? Конечно. Мы не должны показывать, да, нашим избирателям вот то, что происходит обычно у нас и в парламенте, и за пределами парламента. Я все-таки призываю провести эту дискуссию достойно, без взаимных обвинений, без нападок. Мне кажется, это очень важно для Ну, нас. я имею в виду о том, как избиратели, если у вас есть вопросы друг к другу, Ну, вы тоже есть- же избиратели этого округа, да. Вот, Вопросы можно задавать да. Нет, вопросы есть. Я могу, Или да. я могу задать вам общий вопрос, на который вы оба. Можно задать вопрос? Вы хотите своему оппоненту, да. Вы можете, у вас только у Гизердава и у вас, то есть и у Басаря только осталось время, вы только друг другу можете задать вопросы. Любому из 3 кандидатов. Нет, вы только друг другу, потому что остальные время свое использовали. Или либо я задам вопросы, вы оба ответите. Как вы хотите? Александр, хотите, я задам вам вопрос? Ну, тогда давайте друг другу задайте Давайте, вопросы, давайте, да, и давайте, ответите. У меня такой вопрос. Вот каким образом вы себе представляете, вот вообще очень часто возникает этот вопрос у избирателей, как усилить подотчетность депутатов перед избирателями, как сделать их более доступными, как сделать, чтобы они отчитывались каким-то образом перед избирателями. Но в то же время, как бы, чтобы не было такого чрезмерного давления, скажем, на депутата, чтобы он мог в том числе и заниматься такой деятельностью, которая там соответствует более высоким, скажем, интересам. Ой, вы знаете, я сейчас не буду говорить, что нужно создать какую-то формулу и под эту формулу принять закон и обязывать депутатов вести себя именно по этому закону. Лично я для себя решил, что мне в первую очередь, если уж будет суждено и на меня будут возложены эти полномочия, депутатская неприкосновенность мне не нужна. Достаточно тех законов, которые я знаю, я смогу спокойно защищать свои интересы и то, за что я буду бороться. Но
У меня лично создан сайт. На этом сайте я уже могу спокойно принимать заявления, письма избирателей, общаться с ними. Также, я думаю, каждый депутат должен иметь свой личный сайт, свою личную электронную приемную, общаться с гражданами, получать корреспонденцию от них, быть доступным. И, соответственно, какой-то каждый месяц, каждый квартал отчитываться перед людьми, говорить, какие законы обсуждаются, если они не под грифом «секретно», безусловно. Отчитываться перед ними самостоятельно и добровольно. Рассказывать о тех проектах, которые внесены на рассмотрение, чем они хороши, чем они плохи. Возможно, не только через сайт общаться, да, сейчас все-таки современный мир, современные технологии, но где-то выезжать и на округ, прямой непосредственный контакт обязательно должен быть с избирателями. Немаловажно, конечно же, советоваться и со старшими, и спрашивать, а как ваше на это мнение. Если, например, в свое время посоветовались по закону об абортах, наверное, у женщин, у врачей, наверное, здесь тоже ошибки не было бы, хотя этого никто не стал делать. То есть депутат все-таки не должен думать, что он самый умный и самый гениальный. Все-таки он должен как-то тесно общаться с людьми. Есть и определенные ученые, есть определенные профессии, которые где-то ему могут что-то подсказать. Он может быть создавать свои собственные экспертные группы под тот или иной законопроект. Это огромная трудоемкая работа, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. Но, к сожалению, у нас очень часто получается, что депутаты свое время тратят на какие-то собственные гулянки, отдыхи, поездки, командировки. А вот этого контакта с людьми, к сожалению, становится все меньше и меньше. Думаю, что каждый депутат для себя должен решить, как ему жить дальше и общаться с избирателями. Для этого не нужны специальные законы. У вас еще есть 2 минуты, вы можете дополнить. Или я задам еще Ну, вопрос. как уважаемый Саид говорит, краткая сестра таланта, он коротко любит говорить. Я вот тоже вроде бы коротко сказал. Да. Какой у вас вопрос? Да, вот тогда я задам вопрос, потому что 2 минуты, можно будет на один вопрос еще ответить. Пожалуйста. По вашему мнению, вот сколько может потребоваться времени, чтобы стабилизировать экономику? Или в кризис сложно рассчитывать на рост? Может быть, нам лучше уже удержать то, что имеем на сегодняшний день? Вы знаете, вы юриста спрашиваете о экономических таких вопросах. Депутат должен разбираться во всех сферах. Я не силен, это засада. Хотя бы Да, поверхностно. вы знаете, ну, наверное, я для начала пригласил бы экономистов, экспертов, с ними проконсультировался по ряду вопросов. Я имею в виду на данный момент ваше видение. Я думаю, что если человек действительно трудоспособный и действительно любит работать, любит трудиться и ставит перед собой определенные цели, он их достигает в очень короткие сроки. Если человек ленивый в априори, он будет растягивать как можно дольше, все время придумывать всякого рода отговорки. А те люди, которые меня знают и знают, как я работаю, я всегда группирую цель, задачу, вывожу все плюсы, минусы, проблемы, четко ставлю сроки и в них работаю. Хотелось бы верить, конечно, нашему обществу, что в парламент придут действительно работоспособные депутаты и в кратчайшие сроки, вот буквально велением палочки, там, за 1 месяц или за 1 год решать все проблемы. Действительно, избиратель этого ждет, но таких депутатов не бывает, таких людей не бывает в априори. Но опять-таки же, у нас достаточно в Абхазии очень интересных и очень грамотных экономистов. Опять-таки же говорю, их надо слышать и слушать. Нужно советоваться, нужно решать ряд вопросов, которые накопились у нас уже. Поэтому я думаю, здесь коллективно надо подходить, но вы говорите, что нужно сделать и в какие сроки это можно сделать. А я задам вам вопрос, а почему это не сделали раньше? Вот вы сейчас у нас думаете, новые политические реалии, да, учитывая то, что происходит в мире. А какие политические реалии у нас новые? У нас один и тот же единственный стратегический... Подождите, да? Мы не заложники ситуации. У нас один единственный основной стратегический партнер, Российская Федерация. Как хорошо она относилась к Абхазии все эти годы, так она относится и сейчас, и будет относиться в будущем. Есть определенные международные договора с Российской Федерацией, и под ним еще 89 других актов. Но почему ими не пользуются, не развивали все эти годы? Ведь просто не развивали.
просто не хотели. Были ряд встреч у меня в Российской Федерации с определенными чиновниками. Они говорят, ну вы же можете вот это сделать, почему вы это не делаете? У вас откроются вот такие-то возможности. Не хотят. Вы знаете, когда я впервые придумал свою систему своего бизнеса, мне тоже говорили, это невозможно сделать в реалиях Абхазии, невозможно сделать то, о чем ты говоришь. А я взял это и сделал. Сегодня у меня мой бизнес имеет транзакции, которые проводятся за 3 секунды. За 3 секунды с любых MasterCard и Visa-карт. Значит, это возможно сделать, если захочешь и подумаешь головой, поработаешь. Надо просто работать. Да. Ваше время вышло, но у вас есть возможность задать вопрос вашему оппоненту, Саиду Гизердалу. Саид, у меня к вам такой вопрос, как молодого к молодому, если вы позволите. Скажите, пожалуйста, мы прекрасно понимаем, что для развития Республики Абхазии численность населения, ту, которую мы сегодня имеем, очень сложно. И ту же экономическую составляющую Абхазии поднять, развить тоже очень тяжело. Было бы, конечно, легче решать эти вопросы, если было бы у нас побольше людей в Абхазии. Да? Сколько у нас сегодня? 260-270 тысяч? Да, чуть-чуть. 240 где-то? Ну, где-то 240-250. Да. У нас очень маленькая покупательская способность, ВВП слабое, развитие слабое. В первую очередь, самый бесценный человеческий ресурс. Как вы видите увеличение человеческого ресурса и решение проблемы, именно чтобы Абхазия начала полноценно развиваться в плане увеличения численности населения в Абхазии? Вы имеете в виду демографическую политику? Демографическую и население. Я не сказал граждан, я сказал демографическую население. То есть население в общем. Вы знаете, для меня, мне кажется, что эту проблему надо решать прежде всего через демографическую политику. Мы не можем, и вопросы репатриации. Вот это моя принципиальная позиция. Я не считаю, что возможно увеличивать численность населения Республики Абхазия каким-то иным способом. Если мы хотим увеличить внутренний спрос, то у нас есть там, например, сезонный туризм. Этот туризм, он растягивается сейчас во времени. Я думаю, что в связи с ситуацией туризм, он вообще будет, наверное, круглогодичным. Поэтому этот внутренний спрос, он вырастет. Вот текущий сезон показал, что этот сценарий работает. Поэтому мне кажется, что вот только таким способом. Да. Мало могу людей, ответить. мало. Да, могу ответить на очень мало людей. дополнительный вопрос. Мы социально не осваиваем. Ничего невозможно сделать, если такое маленькое количество человеческого ресурса. Нет, к сожалению, я извиняюсь, ваше время вышло. У нас регламент, да. Но на этом эфире я имею в виду, Саид, вы должны... время идет. А у меня есть еще вопросы к вам. Вопрос трудоустройства молодых специалистов. Вы тоже молодой, наверняка сталкивались с такой проблемой. Я не такой уже молодой на самом деле. Но тем не менее, вопрос трудоустройства. Как быть, и не раз задавали, кстати, наши телезрители этот вопрос, как быть тем молодым людям, которые получают образование как в республике, так и за ее пределами, и потом проблемы с трудоустройством. Как вы считаете, как можно решить эту проблему? Проблема трудоустройства, она одна из самых серьезных, потому что у нас 71% безработных официально, хотя мы не знаем точную структуру безработицы, потому что много самозанятых, наверное, Тут вопрос в том, какие у нашей образовательной системы приоритеты и насколько точно и правильно мы ведем эту политику, связанную с получением образования за рубежа, эти лимиты так называемые. И какие сферы нам надо развивать. Мне кажется, что здесь очень такой серьезный дисбаланс между спросом и предложением. То есть то, что нужно стране, и то, какое образование... лимиты же именно на это и выделяются. Да, лимиты выделяются. На например, эти профессии, на профессии, такие как, например, международные отношения. Я не думаю, что у нас такая высокая потребность в этой специальности. Да, у нас огромная потребность в технических специальностях. Сейчас наиболее актуальный, наверное, с моей точки зрения, это сектор IT-технологий, интеллектуальных технологий. И в этом у нас очень мало специалистов в этой сфере. Мне кажется, что, опять же, здесь
здесь как бы инициатива и сознание людей самих тоже должно. Мы как бы всегда киваем в сторону государства, но для меня, и вот у меня такая позиция, государство всегда наименее эффективный менеджер. Да? У нас частный сектор очень слабо развит, и только с развитием частного сектора, с появлением инвестиций мы можем решить проблему трудоустройства. И вот как бы вот в этом направлении тут одну задачу трудоустройства саму по себе мы решить не сможем. Да? Мы как бы должны думать над инвестициями, над созданием каких-то, я не знаю, перспективных отраслей, которые будут в Абхазии работать, и не только на Абхазию, между прочим, потому что здесь, например, может быть создан определенный хаб, да, это такое вот, скажем, структура, куда могут приезжать представители, там, я не знаю, других государств, определенных профессий из России, да, какие-нибудь айтишники, потому что у нас такие вот неплохие, достаточно неплохие климатические условия, да, и они могут здесь в комфорте находиться, работать по удаленке и так далее. То есть вот какие-то такие прогрессивные решения, которые соответствуют текущему моменту развития экономики, они вполне могут иметь место. Ну, как бы, мне кажется, что в плане инвестиций, потому что образование, трудоустройство, инвестиции – это очень взаимосвязанные проблемы. И здесь именно вот эта вот цепочка, она как бы должна грамотно быть выстроена. И я думаю, что вот в плане инвестиционной политики у нас очень серьезная пробуксовка. Почему? Вот, Ну, потому что неэффективное управление, да, в этой сфере. Это очень сложно. У нас инвестиционный климат на самом деле ужасный, да. Значит, ну, если мы уже переключаемся на инвестиционную политику. Во-первых, это коррупция, потому что, ну, минуя коррупционные сети, очень сложно попасть какому-то свободному, да, инвестору сюда. Во-первых, криминогенная ситуация достаточно сложная. Потом, ну, какие-то более такие конкретные проблемы, например, отсутствие кадастров, там, недвижимости и так далее. Вот вопрос, скажем, недвижимости тоже очень актуальный, да, потому что мы для себя все-таки должны решить этот вопрос. Мне кажется, все-таки, да, продажа жилой недвижимости, она не должна звучать, но мы должны продумать решения, которые могли бы компенсировать эту проблему, чтобы, скажем, приезд людей сюда и нахождение их здесь, оно было комфортным. Я изучал там примеры, мне кажется, например, это немножко как бы уже уход в частности, но пример Таиланда, у которого очень развитое в этой сфере законодательство, который очень защищает свою страну от, там, скажем, от разбазаривания недвижимости, очень хороший, его следует изучить. Спасибо, ваше время подошло к концу. Когда вопрос о недвижимости все время касается, на нем я извиняюсь, да, вы, да, у вас... Никто не говорит вообще о том, что у нас дома... Да, простите, я по регламенту я буду задавать вопрос, потому что вопрос от телезрителей не пришел, не было вопросов, я подготовила свой. Раз мы столько говорим об инвестициях, наверняка уже у вас есть видение, как привлечь сюда крупных инвесторов, и по вашему мнению, почему сюда инвестор идет с неохотой? Вот с кого начнем? Кто? По 2 минуты у вас, вы как раз можете продолжить эту тему. Да, я сказал, потом еще раз могу повторить, наверное, да. Мне кажется, что самая главная проблема – это решение вопроса коррупции, да, потому что коррупционные сети – это очень серьезная проблема. Эта проблема у нас очень плохо решена. Я, например, в свое время критиковал закон о противодействии коррупции, который фактически не работает. То есть это такой был принят изначально выхолощенный документ, который, ну и вот совершенно, да, никак не может повлиять на ситуацию с коррупцией, уровнем коррупции. Индекс восприятия коррупции – это такой важный показатель, который измеряется и который является важным компонентом инвестиционной привлекательности. Вот мы не знаем, да, какой у нас индекс восприятия коррупции. То есть для того, чтобы инвестор какой-то попал в Республику Абхазию, он должен, да, какие-то параметры привлекательности, да, нашей страны знать. Один из них – это, конечно же, вот уровень коррупции. А с другой стороны, это какие-то благоприятные условия для ведения бизнеса.
бизнеса. Я знаю о том, что наше инвестиционное агентство, оно проводило, да, я не знаю, сейчас оно работает или нет, может кто-то подскажет. И было такое инвестиционное агентство, оно проводило какие-то исследования и показало, что по благоприятным условиям для ведения бизнеса Абхазия там, в мировом рейтинге на 139 месте. То есть это очень, очень низкий показатель. Да, и потом, на самом деле, вы тоже говорите, у нас ограниченный рынок, у нас там ограниченный внутренний спрос и так далее. Это вещи, которые, может быть, отпугивают каких-то определенных инвесторов. Но можно с учетом наших каких-то таких особенностей подумать над тем, какие виды инвестиционного бизнеса могли бы быть интересны, потому что Абхазия, как я уже сказал, может быть хабом, в котором как бы аккумулируются какие-то ресурсы, которые и услуги эти за пределами Абхазии могли бы осуществляться. Это как IT-сектор. Вот как бы так. Да, вот и еще можно дополнить, как на законодательном уровне, вот раз вы идете в парламент, как защитить тех инвесторов, которые идут в Абхазию? Ну, вы знаете, для их безопасности да. Что можно сделать? Вы знаете, у нас довольно неплохое законодательство в 2016 году было принято. Возможно, там есть определенные положения, касающиеся защиты инвестиций. У нас предполагается или уже заключен, да, у нас заключено соглашение о защите инвестиций с Российской Федерацией. В принципе, мне кажется, что эту работу надо как-то вести, но, понимаете как, опять же, мне кажется, с моей точки зрения, нужен институт, орган какой-то, да, который будет заниматься инвестиционной деятельностью, да, вот, поиском инвесторов, представлением их интересов. Я вот не знаю точно, у нас было это агентство инвестиционное, и вот насколько его деятельность сейчас актуальна, к сожалению, у меня информации нет. Спасибо за ответ. Да. Ваше время вышло. Кто следующий ответит? Позволите? Да, у вас 2 минуты на Спасибо большое. Что касается инвестиций, знаете, очень интересный момент. Мы все время говорим об инвесторах извне. Но давайте немножко посмотрим. Например, вы там тоже говорили про айтишников. Интересно, как будут айтишники работать, когда отключают свет. У меня очень большая, очень сильная команда айтишников. У меня определенный свой бизнес в сфере компьютерных технологий, программного обеспечения. Давид Дачичевич, прекрасно. Столовая, техника, оборудование. Кан Валерьевич, гостиница, насколько я понимаю. Скажите, пожалуйста, это же инвестиции наши, отечественные инвестиции в нашу страну, правильно? Мы же рискнули, вложили наши деньги в нашу страну. Но мы же говорим Подождите, о более... наши же деньги, наш же бизнес, это же оборудование стоит под угрозой. Малейший перепад напряжения, все сгорело. Нам никто ничего не компенсирует. Разве инвестор захочет прийти на такой рынок, где это небезопасно? Хотя бы вот в этом для начала. Во-вторых, мы говорим о том, что вот страна должна привлекать инвестиции там, на одну, вторую, третью отрасль. Безусловно, понятно, что при такой покупательской способности и таком численности населения любой экономический проект, так или иначе, он может быть провальным, опасным, рискованным. Что касается безопасности вообще на территории Абхазии вести крупный бизнес, ну, прецедент исторический у нас есть, чем все заканчивалось печально, мы это тоже знаем, не будем это говорить на телевидении. При всем при этом, за последние годы мы слышали это от одного премьер-министра, от второго, от третьего, министра финансов, экономики. Счетная палата, утекают средства, огромные финансовые вливания из Российской Федерации утекают, бюджетные деньги утекают, наказанных никого нет. А огромные суммы, миллиард, по-моему, 700 миллионов были розданы в свое время по кредитам, никто не вернул, никаких процентов нету. Премьер-министр как-то сказал, что 1 800 000 000 нерационально использованных денег, то есть фактически сворованных. Скажите, пожалуйста, если государство имело столько миллиардов за эти годы, почему оно само не инвестировало в свои же заводы, энергетику, фабрики, санатории, пансионаты? А это же все приносило бы деньги. Так если бы вот само государство бы бережно бы относилось бы к тем деньгам, которые она сама имеет, плюс еще, безусловно, российская государственная помощь, это же деньги российских налогоплательщиков.
И когда их тоже кто-то пытается украсть, они попадают под уголовную статью Российской Федерации. Вот те 1,5 миллиарда, о которых вы говорили, это было в 2019 году. Не имеет значения, вы поймите, это Хотела наша уточнить. история, поймите, Но, тем пожалуйста, не менее, это да. наша история. Я не И ваше говорю, время эта подошло власть, к та концу. власть, нет. И когда инвестор увидит, что само твое, вот наше государство вкладывает в собственный бизнес и здесь развивается, тогда инвестор скажет, если они не боятся вкладывать, тогда и мы придем и будем вкладывать. И будут вкладывать в совместные предприятия с государством. Я это Простите, говорил давайте на мы АБЗ-ТВ. так проведем эфир, чтобы я не перебивала. Ваше время Да, вышло. спасибо Сейчас большое. Кан Как у вас Валерьевич всё строго. отвечает. Сейчас оригинальным не буду, но хочу сказать, вот говорил предыдущий оратор, на самом деле закон об инвестициях у нас очень практически, можно сказать, совершенен. Да, нету предела совершенства, можно его обновлять, вносить изменения и так далее. Но в общем, для человека, который хочет вложить сюда свои инвестиции, там прописаны все нюансы. Другое дело, насколько у нас наши законы работают и насколько они отвечают тем требованиям, которые инвестор хочет видеть в Абхазии, как они работают. Да? Или же такие же инвесторы, которые вот в свое время, я сейчас, может, как бы отклонюсь от самой проблемы, но вот недавно мы видели в парламенте, когда инвестор российский вложил, сделал трубы, там, выпуск труб, да, водопроводных, почему-то, когда бизнес-партнеры там между собой не решили, почему-то подход непонятный, почему-то государство пришлось, или, во всяком случае, должна была выплатить некую сумму. Такие подходы, вообще, такая градация вообще инвестиционной политики вообще не понимаю, да. Или же такие же инвестиции, как подорожник. Подорожник, да, хорошо, красиво, но они сегодня неконтролируемы, у них цены растут. Где политика, где, как скажем, кабинет-министр, который должен регулировать, да, ценовую политику, во всяком случае, касаемо 92-го как бы бензина, социального бензина. Нет, никакого контроля нет. То, что хочет, то и делает. Знаете что, здесь как-то вот, здесь закон у нас работает, знаете, как избирательно. Знаете, свой он, значит, его никто не трогает, не свой, значит, там все его наказывают. Если мы будем неизбирательно подходить ко всем вопросам, будет у нас, я думаю, все хорошо. Что еще хотелось бы добавить? Все-таки правильно говорит Александр, вот внутренние, есть же внутренние у нас инвестиции. Кстати, они менее защищены, чем внешние. Здесь мы чуть-чуть обделены, да, и при всем при этом элементарное, да, сегодня с той энергией, электроэнергией, которая у нас есть, это ни один инвестор сюда не зайдет. Более того, я хочу пример вам сказать. Вот все вы знаете, на Красном мосту прекрасный объект строится, но у него сегодня проблема получить их условия на те мощности, которые он... О каких инвестициях мы будем говорить сегодня? Первым долгом мы энергетику свою должны привести в порядок. Спасибо. Спасибо большое. Давид Чечевич. Любой инвестор, который хочет приехать в Абхазию работать, он сперва с нашей историей ознакомится. Что за народ, что за страна, какая территория, какой рынок, какой менталитет у граждан, живущих в этой стране. И, конечно, он приехал, скажем, даже инкогнито, и не обязательно он о себе заявил. Прошелся по городу, пошел на рынок, пошел по тротуарам, подошел к перекрестку и постоял минут 15. Как пешеходы идут, как они из-под машины выскакивают, да, спасая свою жизнь. На красный свет, как реагируют водители. Кто-то под красный проехал и так далее. Он уже из этого делает уровень нашей культуры. То есть уже складывается впечатление. Конечно. И он задает себе вопрос, стоит ли мне связываться с этой страной. Когда мы говорим о крупных инвесторах, вот в частности сейчас по Пицунде, да, это тот инвестор, который может свой бизнес в Абхазии защитить. Надо будет, он сюда привезет полк внутренних войск Российской Федерации и будет свой собственно защищать. Это мощная, это крепкая организация. Но такие организации, они немножко меня пугают. Потому что когда огромный капитал извне, он начинает потихонечку влиять
и на нашу внутреннюю политику, на внутреннюю социальную политику. И у нас рано или поздно может возникнуть конфликт. И потому я считаю, что для нас было бы это, скажем, такой средний, вот где-то на 2 миллиона долларов, на 3 миллиона объекты, да, это более было бы привлекательно, хотя, может быть, и потом, наверное, со временем его, значит, увеличивать. И быть очень аккуратным и осторожным. Если люди поймут, что Абхазия – это та страна, куда можно вложить деньги, и он свою голову здесь не потеряет, как это случилось с Климантовичем, и он свои средства получит, и он будет с нами сотрудничать, он будет с радостью с нами работать. Готово ли наше общество сегодня такие условия обеспечить нашим инвесторам? Конечно, нет. При нашем, скажем, внутреннем дрязге, при таком противостоянии, это же выходит за пределы нашей страны. И люди получают эти сигналы, и эти сигналы отпугивают людей. И потому у нас устойчивых инвестиций в Абхазии, к сожалению, нет. Нам надо думать об этом, как это дело исправить. И табупшан, кончит. Нужно быть еще осторожным, если зайдут большие корпорации, они могут пожрать. Сатамыз Мы будем эфира хыркшара хинеуит, бас иҳамбадзак сҳәар сҭахынаха, аамҭа цеит уеизгьы, уажәы ҳаишьцәажәара хыркәшо, доусы алшара шәымоуп минуҭк иҭагӡаны, алхыҩцәа рахь даҽазнык ааԥхьара ҟашәҵарц, жәлар реизарахь шәызцо атәы шәҳәарц, Кан Валерий-иԥа шәара шәрыла ҳалагап. Уважаемые избиратели нашего многонационального округа, я могу часами рассказывать, как было бы хорошо и красиво, но, как известно, стою я на земле и оцениваю ситуацию реально. Я не привык лгать и обещать золотые горы. Привык отвечать за свои поступки и слова, подтверждаю делом. Выбор за вами. Призываю вас, уважаемые граждане, сделать свой выбор осознанно. От него зависит, в каком обществе нам жить дальше и каким целям стремиться. С Богом. И жак психологията состахуб, атрыско халхыйча. Яха шахубшван, ишашийцо эфир. Ходжик хак гуларак джибаразерги, ахатшах гулаус, ахатша сипхедзо, ахатша зи, маркар гервета, кархар гервета, Сарас хатала уссуқоп, свиана гора, ханги схот, аханги, ава, рбито, рхито, ханги сацгулоп, салхнес халарги, шбито, шбу, итиш хава, шхитиш хава, парламент инаганы, ишакнаго, ялача верну, ядгулапи асот, мямш, аншахаквица, тобидудзин. Табуп, Александр Роман-иԥа, ушьҭа шәара шәаамҭоуп, алхыҩцәрахь шәхынарханы жәақәак шәҳәарц шәылшоит. Я на русском выступлю. Ситуация в том, что там, где я баллотируюсь сегодня, вот этот вот 9-й округ Восточный, я там вырос, но я там не проживаю. Там прошло мое детство, юность. И сейчас, знакомлясь с избирателями в этом округе, сталкиваясь с их проблемами, я понял, что очень многие годы мало что вообще делалось. Люди почему-то думают, что депутат парламента – это какой-то строитель, автодорожник, слесарь, сантехник. Да, действительно, депутат имеет какое-то влияние на исполнительную власть, на бюджет, должен где-то давить, где-то выбивать, где-то контролировать расходы бюджетные. Но работа исполнительной власти все это время по этому округу я лично оцениваю очень слабо, очень плохо. Это не вопрос 2 лет, это вопрос намного большего периода времени. Безусловно, хочется местным жителям, чтобы их дети под освещаемой дорогой, сухой дорогой ходили на занятия, с занятий домой. Где-то нужны мосты, где-то нужна хорошая дорога. Но я очень удивился тому, что я посетил 2 удивительные школы там, Зыгутскую и 13-ю.
И там даже нету стекол. И до сих пор стоят дровяные печки. Я хотел бы обратиться к избирателям и сказать, кто бы по вашему желанию не стал бы завтра депутатом, соберитесь коллективно, станьте рядом с этим депутатом и постарайтесь добиться того результата и тех благ, которые нужны вам в вашем районе. Любой депутат с поддержкой народа будет намного сильнее в парламенте. Спасибо. Я хотел бы в первой части своей речи, я уже говорил о том, что необходимо обратить внимание на нужды наших граждан. И я считаю, что одна из самых важных задач, которая стоит перед нашим парламентом, это суметь выбрать профессиональный парламент, потому что сейчас очень ответственный и сложный момент. Нам действительно нужен профессиональный парламент, который будет работать, и показатели которого будут значительно выше, чем те показатели законотворческой деятельности, которые были у прошлых созывов. Мне кажется, это очень важный вопрос. Сейчас у нас конституционная реформа, которая фактически, да, есть ее результаты, есть предложения по изменению. И мне кажется, что это действительно уникальная вещь, потому что относительно того, что было предложено, нет расхождений ни у власти, ни у оппозиции. Потому что я читал предложения оппозиции, они практически ровно такие же. Для нас очень важно что-то изменить в системе власти, сделать ее менее бюрократичной, более эффективной, сделать законодательную власть более подотчетной. Сейчас эти предложения есть, и очень важно их реализовать, а это большая колоссальная работа. И мне кажется, что нужно избирателям приложить все усилия для того, чтобы наш парламент был тем органом, который сможет решить эти задачи. Спасибо. Дорогие наши граждане, уважаемые избиратели, я вам очень доверяю. Наверное, хочу обратиться к нашим дорогим женщинам. Завтра, 8 марта, это чудесный праздник весны, это женский день. Как бы я хотел, если бы я это мог, подойти к каждой женщине, преподнести ей красивый букет и пожелать ей самое-самое-самое, что есть дорогое в нашей жизни, мира и благополучия. Я бы с удовольствием поехал по всем деревням, к нашим крестьянкам, прикоснулся бы к их шершавой руке, я бы с удовольствием эти руки бы поцеловал, ибо мои глаза во время войны видели, что переносили наши женщины. После войны от голода наших граждан спасли наши женщины. Дорогие женщины, с праздником! И еще раз вам здоровья, берегите себя. И табу. Благодарю. Хатрыскутели хопшша брялы хыркшоп аж батым рагыларат пе алхарта тутыпхада кандидат шырык гылара минут квакрыштах хастудия химия хыцует вя батпе гуппе алхарта тутыпхада а кандидатша. Сара абзираз хашас хойд.